Ток-шоу с Сергеем Мокрушиным. Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Мокрушин у микрофона. Напомню, что можно слышать нас на частоте 105,9 FM, 648 AM. Онлайн наша трансляция доступна на сайте Крым Реалии. Также вы можете смотреть наши трансляции в видеоформате на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, излагать информацию, которая у вас есть. Мы по мере возможностей стараемся читать все, что вы нам пишете. И наиболее конструктивные сообщения или вопросы мы обязательно процитируем в эфире или адресуем нашим экспертам. Непосредственно принять участие в нашем эфире тоже можно. Это сделать достаточно просто. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. В ближайшие полчаса мы поговорим о защите прав человека в Крыму, как это выглядит в Крыму, возможно ли заниматься на Крымском полуострове защитой прав человека, и поговорим о позиции международных организаций, в частности, вот такой организации, как Организация Объединенных Наций. Итак, в Международный день защиты прав человека, который отмечался 10 декабря, организаторы инициативы «Крымская идея» намеревались провести первую с 2014 года правозащитную конференцию на полуострове. Но эту конференцию пришлось перенести на неопределенное время. Мы поговорим о том, что же случилось, с Абдуришитом Джипаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдуришит, доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите немного сначала о самой конференции, каков предполагался ее формат, какие вопросы вы хотели вынести в повестку дня этой конференции. Да, вчера, 10 декабря, Международный день прав человека, мы решили провести конференцию по правам человека в Крыму в Симферополе. Время было назначено на 11 часов, регистрация началась с 10 часов, люди прибывали. И, к нашему удивлению, прибывали не только те, кто должны были принимать участие в конференции, как, скажем, спикеры и там небольшая аудитория, и люди шли, видимо, вот кто услышал об этом, кто знал, они просто хотели побывать на этом вот мероприятии, как на одном из такого, в общем-то, давно такого не было, и как-то это было такое резонансное дело, в общем-то, в смысле мероприятий, и, видимо, многим это было интересно. Теперь мы только начали свою конференцию, и через какое-то время к нам подошли представители администрации, сказали, что им позвонили с ФСБ и сказали, что если мы эту конференцию проведем в этом зале, то есть их зале, тогда будут большие проблемы с предприятием. Вот, то есть есть угроза, что собственнику будут всякие проблемы, и предприятие просто может закрыться. Но там работает, более сотни людей, и вообще человек, он относился всегда хорошо к нашим проблемам, и где-то был отзывчив, и предоставлял все наши разные условия для нас, когда мы хотели проводить, нехорошие условия для нас, когда мы хотели проводить такие мероприятия. В общем-то, мы решили этого не делать и не поставлять его. А на конференции мы хотели обсудить, во-первых, свободу слова. Как раз таки было показательно вчера, что это у нас не дозволено. Вопрос о свободе слова в Крыму, там и, в общем-то, во всех аспектах. Потом о детях заключенных, которые остались без отцов, у которых масса проблем. Вот. Много-много статей из Конвенции по правам ребенка нарушается. Там, в общем-то, еще не совсем скрытая тема, она была, но детально ее не рассматривали. Потом проблема родного языка, крымско-татарского, украинского на полуострове, как она не только не развивается, она вообще, если не запрещена, то, по крайней мере, она приглушена вообще. Тем более мы знаем, что 8 декабря тоже хотели провести конференцию, и съебали. Это Вамилева имени, это Ингулатова, Ленура, это их коллеги. Им тоже не позволили, просто им не дали зал. И когда они сделали заявки, а потом им приходило сообщение о том, что им отказано в предоставлении залов. Вот так. И потом мы хотели говорить мы понимаем, что слово устаревшее, оно еще средневековье, колонизация, но о неоколонизации, когда из Крыма выдавливают население, одно, скажем, проукраинское, и замещает его населением из России, русскими. Вот, о методиках, как это они делают, какими, скажем, проектами поддерживают, субсидиями и так дальше. Вот такая конференция должна была пройти вчера.
но она завершилась, не успев начаться. Нас поприветствовал председатель Меджлиса крымского народа Рифат Чубаров. И после его приветствия еще прошло несколько минут. В общем-то, мы вот только должны были это все развернуть. И все завершилось тем, что было предупреждение и настоятельная рекомендация не проводить, как я уже сказал. А как, по вашему мнению, сотрудники силовых структур, они, вот, которые предупреждения выносили хозяину помещения, как они узнали о том, что происходит у вас? Или это просто уже было принято решение, и вот просто сигнал так поступил запоздало? Как вы считаете? Да, это немного запоздалое решение, вернее, сигнал, да. Но здесь, в Крыму, все очень прозрачно, все просматривается. Здесь, как мы уже говорили раньше, очень развит институт стукачества, доносов. И когда уже мы только собирались, и шла регистрация, люди заметили, что в кафе напротив сидел человек и на телефон, в общем-то, уже снимал и комментировал там что-то там себе, в общем-то, вот то место, где мы стоим. Вот потом, когда зашли туда наши ребята под видом, выпить чашечку кофе, понятно, это был службовец, видимо, какой-то из тех вот, ФСБ, скажем, знает, там, пусть будет так. И, в общем-то, уже это все они видели, наблюдали, а там было уже дальше решение. Скажите, вот в этих условиях, которые вы описываете, получается, что вы даже помещение не можете найти, где провести такую конференцию. Возможно ли ее проведение в каком-то обозримом будущем? Будете ли вы пытаться еще раз собрать правозащитную конференцию в Крыму? Да, не только мы. Вот я уже говорил, 8 декабря должны были провести люди, связанные с образованием, кто этим занимается. Там должны были быть учителя со всего Крыма, не знаю, там профессора. Даже это не позволили провести. Поэтому в Крыму все это запрещено, а тем более наша конференция. Мы ее проводить, конечно, будем, но проведем это в чем-то доме. У нас как-то сейчас уже достаточно домов просторных и удобных. Подберем такое помещение на дому у кого-то и проведем. Вот, видимо, мы уходим назад в те времена, когда это делалось подпольно, конспирировано, но это мы должны делать, потому что нас мир не поймет, когда мы здесь в Крыму не будем подавать сигналов о том, в каком состоянии, в каком положении мы здесь живем. Вот, и если мы об этом молчим, то зачем о нас вообще говорить? Поэтому мы должны подавать свой голос, сигналы отсюда, о том, как нам здесь плохо, как нас, в кавычках, любит Россия и русские. Об этом должны говорить. Да, немного забегая вперед, мы далее в нашем эфире будем еще обсуждать информацию, которая есть в ежегодном отчете Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций, в том числе и о нарушении прав человека в Крыму. И постоянно на резолюции, которые принимает Генассамблея ООН, на вот такие отчеты Международного уголовного суда всегда поступает реакция из Крыма, где говорят о том, что ничего подобного в Крыму не происходит, приезжайте, посмотрите, увидите сами. И в то же время, да, декларируя такую открытость и отсутствие нарушений прав человека, происходит то, что мы наблюдаем, в частности, в вашем случае, когда у правозащитной конференции просто выбивают почву из-под ног, лишают помещения, где она должна происходить. По вашему мнению, да, как это можно охарактеризовать, вот такое явление? Во-первых, когда они говорят, приезжайте, посмотрите сами, и в то же время все знают в мире, что они никакую миссию в Крым не пускают. Были попытки войти в Крым каким-то миссиям, не знаю, там из Совета Европы, еще из каких-то структур, но они в Крым их не пускают, поэтому, говоря, приезжайте, посмотрите сами, это всем понятно, что они их не пускают и пускать пока не будут. Поэтому это уже не искренне. Потом, что касается всех этих их уверений, и заверение о том, что заверение о том, что здесь у нас все хорошо, но мы же понимаем, кто об этом говорит, это пропаганда, это говорят русские. Им верить как-то не принято. Я не знаю, если кто еще, не знаю, может быть, там на окраинах Африки, где-то еще в Азии, им не принято верить, поэтому это несерьезно об этом вообще говорить. Поэтому просто нужно понимать, что здесь есть люди активные, которые могут подавать сигналы, какую-то информацию, мониторить. Да, а так... государство российское, оно так и должно говорить, как вы сказали. Оно изначально так заложено в ней. Это все неправда, вся ложь.
Иначе... Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я вас поблагодарю за комментарий. И у нас есть звонок от нашего радиослушателя. Возможно, у него есть вопрос к вам. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Ой, доброе утро. Я с вами в эфире постоянно с первого дня, когда получилась аннексия Крыма. Вы знаете, как вышла ваша программа. Я вам скажу, что, во-первых, я вот наблюдаю, особенно в последнее время, они, вот эти вот представители власти, все, они своей тени боятся. Мы стоим, бывает, на рынке где-то стоим. Очень много у меня друзей народа, крымско-татарского народа. Вот мы подошли, поздоровкали, все. Сразу раз, и рядом сексот. Появляется, все, русский. И дознаватель, все сразу. Заходишь в магазин, и вы знаете, как сзади, как холод по теле ходит. Уже везде вот эта розетка. Создали время, как 37-го года, все, каждый что. А не дай бог, где 2-3 крымские татарины собрал, все. Тут же обязательно кто-то подойдет, уже разведку делает. Как это так? Ну, создали систему. У нас, говорится, жандармерское, полицейское на данный момент оккупационное государство. Нету той свободы, что было при Украине. Очень тяжело, очень тяжело. И все дознаватели, все, особенно где крымские татары, все, там обязательно кто-то будет сексот. Так сделано. Такое положение сейчас, видите как. Благодарю вас за звонок. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете выразить свою точку зрения в нашем радиоэфире. Кроме того, напомню, что у нас наши эфиры можно комментировать под нашими видеотрансляциями в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам. С нами на связи еще есть Абдуришит Джипаров. Да? Абдуришит, вы можете прокомментировать то, что сказал наш радиослушатель? Да, я говорил, вот подтверждение моим словам, слова вот сейчас человека, это правда, что в Крыму очень, наверное, как и во всей России, очень развит институт доносов, вот, стукачество, когда можно, это как-то даже поощряется, когда они это все делают. И на самом деле так, да, вот отслеживать, снимают все, не знаю, там на камеры, там, все, что вот здесь происходит, очень прозрачно для ФСБ. Они все знают, им помогает русское население, вот активисты вот той стороны. Поэтому это так. И, в общем-то, какие-то проделать вещи, которые не вписываются в мировоззрение, не знаю, там, правители России, там, не знаю, или, скажем, там, в концепции ФСБ, здесь, пресекается. Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Абдуришит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Говорили мы о том, почему была по факту сорвана правозащитная конференция, первая правозащитная конференция с 2014 года, которую вот пытались организовать в Симферополе. Это о том, что происходит непосредственно в Крыму. Далее мы перейдем к обсуждению ежегодного отчета, который опубликовал Офис прокурора Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций. Это отчет о предварительном расследовании преступлений в Крыму и отдельных территориях Донбасса, которые находятся под контролем России. Коротко о том, что говорится в этом отчете. В Крыму после оккупации, такая терминология в ООН, в 2014 году были зафиксированы такие преступления против человечности, как убийство, пытки, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, похищение, принуждение к службе в вооруженных силах враждебного государства, лишение права на справедливый суд, перемещение части населения оккупированной территории за ее пределы, незаконная депортация. Также зафиксированы случаи экспроприации частной собственности и культурных ценностей. С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте Международного уголовного суда. А мы продолжим беседу с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте подробнее поговорим о тех фактах, которые легли в основу этого отчета прокурора Международного уголовного суда. Этот отчет является ежегодным. Насколько он расширяется из года в год? В первую очередь важно, что здесь, кроме того, расширяется он или нет, важна сама позиция, которая фиксируется. Я бы сказала в первую очередь о том, что позиция неизменна. Мы видим очень четкую квалификацию в отношении Крыма, оккупация как международный конфликт. То есть никто на уровне Международного уголовного суда не оспаривает факт оккупации и самого захвата Крыма. Что касается преступлений, в принципе, да, вы дали четкий перечень, который дан в этом отчете. Вот, он, в принципе, в основном соответствует всем предыдущим отчетам.
мы видим, что от начала вообще предварительного расследования уже до сегодняшнего года этот перечень расширился и, например, принудительным перемещением, и службой в армии, вот, что для нас очень важно, так как мы, например, в прошлом году подавали как раз коммуникацию в офис прокурора именно, например, о призыве украинцев в российские силы, военные силы. Вот. Но самое важное, я думаю, что именно в этом отчете, о чем нужно говорить, это то, что, в принципе, офис прокурора говорит о том, что он готов завершить предварительное расследование. Это значит, что в ближайшем будущем, а именно в следующем году, мы можем уже получить ответ офиса прокурора о том, будет ли открыто расследование по ситуации в Украине. И это, в принципе, самое важное, что мы, как правозащитники, юристы, ждем в следующем году от офиса прокурора. В то же время в Крыму уже есть реакция от различных деятелей на публикацию отчета Международного уголовного суда ООН. В частности, есть реакция Натальи Поклонской. Вот я бы хотел с вами ее обсудить. Я сейчас процитирую сообщение. В ООН поступают неправильно, делая вывод о том, что в Крыму нарушаются права человека в связи с тем, что в регионе зарегистрированы такие преступления, как умышленное убийство. Об этом заявила депутат Госдумы от Крыма, которая была выбрана на тех выборах, которые не признаются рядом с стран, зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Напомним, вот я ее далее процитирую. Умышленные убийства происходят не только на территории Крыма. Это не что-то сверхъестественное. Если мне скажут, что в США нет убийств, я готова с этим поспорить, цитирует Наталью Поклонскую РИА Крым. Итак, давайте попробуем разъяснить, в том числе и для Натальи Поклонской, о каких убийствах идет речь в отчете прокурора Международного уголовного суда. Ее комментарий Поклонской говорит только о ее некомпетентности, абсолютной политической заангажированности и тем, что она продолжает быть рупором политики Кремля. А что касается непосредственно самих убийств, то это не просто речь об убийствах, это отчет прокурора, связанный с международным конфликтом, а именно с убийствами в связи с оккупацией. В первую очередь, конечно, речь идет о тех убийствах, которые произошли начиная с февраля 2014 года, и большинство из них связано с насильственными исчезновениями. Наиболее известный случай – это убийство Ришата Аметова после того, как он был насильственно похищен. То есть это те люди, представители именно гражданского населения, которые стали жертвами оккупации. И также важным моментом, мы надеемся, что это тоже будет рассмотрено, это убийство и военных, которые были убиты также весной 2014 года. Поэтому речь идет, конечно, в первую очередь именно об убийствах в связи с оккупацией. Международный уголовный суд не будет рассматривать обычные бытовые убийства, общекриминальной направленности. Поэтому речь идет именно об этих исчезновениях и об этих убийствах. Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем эфир. И в продолжение я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в эфире. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете позвонить на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем просто предупредить нашего редактора. Кроме того, вы можете дозвониться нам с материковой части Украины. Для этого у нас работает номер телефона 044 490 31 18. Напомню, что наш сигнал доступен на частотах 105,9 FM, 648 AM. Онлайн мы доступны на сайте Крым Реалии. Идет аудиотрансляция, видеотрансляция наших эфиров идет на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать, излагать информацию, которая у вас есть. Но еще раз повторюсь, что наиболее гарантированный способ представить свою точку зрения в нашем эфире – это к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы продолжим через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, что мы говорим о защите прав человека в Крыму. Говорили мы в начале этого блока о том, почему была фактически разогнана первая правозащитная конференция, которая собиралась в Симферополе впервые с 2014 года. Говорили мы также об отчете Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций, о том, в чем важность отчета в этом году, нам тоже сказали наши эксперты. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться нам, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Проект «Крым Реалии» Радио Свобода продолжает внимательно следить за состоянием прав и свобод человека на территории Крымского полуострова. Мы продолжаем следить за этой темой. Если у вас есть интересная информация, вы можете не только дозвониться к нам во время прямого эфира, но и прислать ту информацию, которая у вас есть по завершении эфира. Все контакты, необходимые для этого, вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы присутствуем во всех социальных сетях. Можете связываться с нами там. Продолжим через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. С вами радио Крым Реалии, это программа «Доброе утро, Крым» с понедельника по пятницу. В 9:00 по крымскому времени мы с вами на связи, и утро становится добрым. Добрее. Вот. Добрее становится утро. Сергей Макрушин, Катя Никрич, и дальше в нашем эфире мы поговорим о протестах, да, и о примерах европейских стран, конкретно о примере Чехии, да, и, да. Собственно, что это такое вообще, в принципе, протесты лично для вас, да, вот, может, я нашей аудитории задаю, не с тобой я, Сергей, на «вы» начала разговаривать, нет, нашу аудиторию спрашиваю, что для вас протесты, мирные митинги, как вы это понимаете? Нужно ли право на протест? Нужно ли право, нормально ли это, что для вас является там нормальным протестом, а что нет, да, ну, это учитывая весь контекст украинской истории в том числе, мы видим в комментариях очень много, и в российских СМИ очень много говорят, там, например, о митингах на Майдане, как о чем-то супер таком негативном, и только с этой точки зрения. Но перед тем, как начать, давайте примем звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Я бы хотел чтобы вы подняли проблематику так называемой ущерба, нанесенного Украиной за период оккупации Крыма, которая была создана после 2014 года по инициативе депутатов Госдуры и местных коллаборантов. А почему бы не осветить эту тему более так подробно, чтобы так само же можно было бы поднять вопрос о ущерба, нанесенного России как правопреемника СССР Украине, а хотя бы даже тем же крымским татарам, которые пострадали в 1944 году ради так называемой исторической справедливости. Спасибо. Благодарим вас за идею. Я хотел бы сказать, что, насколько я помню, в наших радиоэфирах мы говорили об этой инициативе в Госдуме, которые там собирались что-то российские депутаты считать какой-то ущерб, который Украина якобы нанесла Крыму. Можете посмотреть архивы наших программ. Но и мы, конечно же, рассмотрим возможность, да, снова взять эту тему в наш эфир, если она будет актуальной. Итак, продолжаем эфир. Для того, чтобы выйти на протест в России и выразить свое недовольство действиями власти, нужно попросить разрешения у этой самой власти. В России такие митинги называют санкционированными или согласованными. Такая же ситуация и в аннексированном Россией Крыму. Легально выйти можно только на одиночный пикет, и то это не гарантия того, что российская полиция не задержит участника акции. Поводом может стать что угодно, от высказываний до надписи на плакате
прокате. За несогласованные митинги в России предусмотрено административное наказание. Совершенно зеркально выглядит ситуация на материковой Украине. Там собраться на протест можно свободно и под любым правительственным зданием. Единственное условие – акция должна быть мирной, без причинения физического и материального ущерба. В Европе же система митингов также носит преимущественно свободный характер. Рассмотрим, например, как граждане реализуют свое право на мирное собрание или протест на примере Чехии. Вот наши коллеги из телеканала «Настоящее время» выяснили подробности. Например, в ноябре 2019 года в столице Чехии, в Праге, прошла демонстрация против премьер-министра Андрея Бабиша, на которую собралось около 300 тысяч человек. До этого столь же многолюдный митинг прошел летом. Для их организации активисты не получали никаких разрешений полиции или городских властей. Один из организаторов акции, студент Беньямин Ролл, рассказывает, почему люди тогда вышли на улицы. У нашего премьера, председателя правительства, есть фундаментальный конфликт интересов, потому что Бабиш имеет огромное влияние на одну из самых больших фирм в стране. Также, фактически, он владеет самым большим медиахолдингом Чехии, имеет влияние на распределение дотаций Евросоюза. Его подозревают в крупном мошенничестве. Когда в апреле полиция рекомендовала предъявить обвинение Андрею Бабишу и передать дело в суд, через день Бабиш поменял министра юстиции. Это запустило огромную волну демонстраций по всей стране. Беньямин – один из лидеров общественного объединения «Миллион мгновений за демократию». Оно возникло после парламентских выборов 2017 года, выигранных политическим движением, которое возглавляет Бабиш. Беньямин Ролл рассказывает, что годовщина бархатной революции пришлась кстати к организациям новых протестов. Мы столкнулись в коридоре с Микулашем Минаржем, моим однокурсником, и он сказал: «Слушай, скоро годовщина бархатной революции. Мы, студенты, должны что-то сделать». Сначала это была просто студенческая инициатива, а теперь именно миллион мгновений мобилизируют сотни тысяч людей на протесты. Деньгами на все это скидываются граждане, перечисляя это на прозрачный банковский счет, все приходы и расходы на который можно посмотреть в свободном доступе через интернет. Ролл рассказывает, люди в массе жертвуют довольно крупные суммы. С мая по июнь 2019 года нам пожертвовали более 5 миллионов крон. Это замечательно. Мы сделали митинг на Летне, на него ушло более 1 миллиона крон. И остались деньги на долгосрочную деятельность. Беньямин объясняет, что организаторы протестов ничего не платят за проведение акций полиции либо городским властям. Среди статей расходов он называет мультимедийные экраны, сцену, звук, мобильные туалеты, заграждение, уборку территории после демонстрации и так далее. Беньямин рассказывает, что прямого давления от властей активисты не ощущают. К счастью, никакого прямого давления на нас нет. Все-таки мы живем в демократической стране. Наоборот, городские власти очень сильно идут навстречу. Полиция нам помогает. Она не бьет, нет, она нас, наоборот, охраняет. И что интересно, власти не имеют права запретить мирный протест. Об этом уже рассказывает в этом сюжете Вит Хоффман, пресс-секретарь Пражской мэрии. Собственно, в Чешской Республике право на собрание закреплено в Конституции. Если кто-то решит провести митинг, ему не нужно никакого разрешения от властей. Это закреплено в Конституции, которая является самым главным сводом законов. Человек на собрание просто-напросто имеет право. Он всего-навсего заявляет о том, что акция пройдет в определенное время в определенном месте, чтобы власти имели это в виду и могли, соответственно, подготовить это место. Городские власти могут запретить собрание лишь только в случае, если оно каким-то образом разжигает расовую ненависть или подстрекает к насилию. О собрании можно уведомить минимально за 5 дней и максимально за 6 месяцев до его проведения. Исключением являются ситуации, когда случается что-то неожиданное, что-то меняется. Тогда собрание можно провести быстрее, чем через 5 дней от заявления о нем. Да, если случается что-то экстренное, и люди выходят на собрание вне временных рамок, это тоже в определенном смысле законно, поясняет Хоффман.
Да, это нормальная ситуация, тем не менее, идеально и в таком случае сообщить в мэрию о таком событии, чтобы мы скоординировали работу экстренных служб. Не только полиции, но и медиков. И никто, конечно же, не ждет, что организатор демонстрации что-то будет платить полиции или другим службам. Город приспосабливается к массовым протестам еще и, например, усилением режима работы метро, чтобы люди смогли доехать до места демонстрации, и чтобы другие граждане также могли свободно перемещаться. Девиз чешской полиции — помогать и охранять. Собственно, во время демонстраций и протестов чешская полиция этим и занимается, помогает и охраняет, говорит капитан полиции Эва Кропачева. Полиция Чехии здесь для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников собраний, шествий или похожих акций. Поэтому мы здесь, чтобы помогать людям и охранять их. И, конечно, непрерывное движение транспорта. Для нас это тоже приоритет. Вот, собственно, да, это, ну, на самом деле, Вит Хоффман, пресс-секретарь пражской мэрии, еще уточняет, что полицейские ни в коем случае не должны мешать волеизъявлению граждан. При этом они должны следить, чтобы против демонстрантов не применялось насилие. Полиция на такие собрания приходит не для того, чтобы изначально каким-то образом мешать гражданам. Она там, чтобы следить за безопасностью людей, не только участников собрания, но и других граждан. Задача полиции в том, чтобы воспрепятствовать лишь в случае, если собрание приобретет действительно экстремальный характер. Если, например, появятся призывы кого-то убить или призывы к расовой вражде. В этих случаях полиция имеет право вмешаться и законными способами завершить это собрание, поскольку оно уже не носит демократический характер, уже нарушает права других граждан. Да, вот такая ситуация. Но на самом деле те моменты, когда полиция даже охраняет манифестантов, да, они видны, например, и в современной Украине. Когда проходят акции представителей, например, ЛГБТ плюс сообществ, то полиция выходит в усиленных нарядах именно для того, чтобы охранять тех людей, которые вышли выразить свою точку зрения. Ты знаешь, тут в комментариях очень много нас как бы, ну, посылают или в одну страну, или в другую страну, чтобы мы рассказали об опыте тех или иных стран, и приводят, в общем-то, тут же разные есть, как разные ощущения и разные эти митинги, да, потому что там, где люди митингующие уже переворачивают автомобили, реально нападают на полицию, которая на них же сначала не нападала, да, и портят имущество и прочее, это одна история, когда действительно по, очевидно, там, уставам, законам полиция применяет какие-то спецсредства и прочее. Вспоминают, вот я вспомнила Майдан в комментариях, опять-таки пишут, что, мол, что вы называете мирным такое кровавое, все кровавое, что произошло на Майдане. Но ведь сначала люди вышли, на самом деле, со студентов все началось, это был мирный протест. Ну абсолютно... да, сначала протестующих начали бить, да, то есть здесь... а не наоборот. Вот, А вот наоборот как раз-таки происходит, да, в соседней России. Я напомню, что минувшим летом проходили акции протеста в Москве, несанкционированные акции, и тогда случился вот такой случай. 25-летний Сергей Абаничев, участник акции, в момент жестких силовых задержаний бросил в сторону сотрудника ОМОНа пластиковый стаканчик из-под газировки. Молодой человек был задержан на несколько дней спустя по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень. Сам он настаивал, что это был пустой пластиковый стаканчик. После изучения видеозаписей обвинения с Абаничева сняли. И буквально вчера Владимир Путин, президент России, ответил главе Совета по правам человека при президенте, да, на слова о наказании за бумажный стаканчик. Путин считает, что нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки. Все имеют право высказать свою точку зрения, но только законными средствами. Вот такое сообщение. Я процитирую. «Бросил
стаканчик имеется в виду, ничего. Потом пластиковую бутылку, опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазины, сказал Владимир Путин. Это цитата по эфиру Russia Today. Он заявил, что такого нельзя допустить, напомнив, что высказывать точку зрения имеют право все, но, цитата, законными средствами. И заявил, что грубые нарушения были со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые также не должны переходить границ. Но как-то вот переходят они. И ничего им за это не бывает. За стаканчик вот человека, значит, посадили под стражу, а за дубинку сотрудника ОМОНа не садят. Мне кажется, настолько почему-то дискуссионный вопрос, да, ну, почему понятно, в принципе, да, потому что, в общем-то, учитывая то, как себя ведет современная власть в современной России, понятно, что такие вопросы возникают, но мы готовы дискутировать с вами и поднимать с вами настолько животрепещущие темы, насколько мы с вами можем их вообще потянуть и осилить, вот так вот, я даже сформулирую. Сергей Макрушин, Катя Некречия, мы были с вами, вся наша команда. Оставайтесь с нами утром в 9:00 начало эфиров, днем в 14:00 и вечером в 19:00 по крымскому времени. Все это. И оставайтесь круглосуточно с нами на 648 АМ. До встречи.